Культура – это мера человечности в человеке. Моршал Дышуг, мы приветствуем всех зрителей национального канала. Вы смотрите программу «Культура». С вами Элиза Барахоева. Главные темы выпуска. «Нани» – музыкальная история, рассказанная на двух языках – ингушском и грузинском. Премьера композиции Розы Икажевой в дуэте с Дато Кинчиашвили, эксклюзивно на национальном. Хроники террора украинского неонацистского режима. В Народном собрании Ингушетии открыта фотовыставка, которую могут посетить все желающие. Ингушская региональная организация Всероссийского общества слепых представила новый социальный проект – студию росписи по керамике под названием «Графита». Фотовыставка «Хроники террора украинского неонацистского режима» продолжает свою работу в Народном собрании Ингушетии. Экспозиция, организованная по инициативе Государственной Думы России и агентства РИА Новости, представляет собой документальный рассказ о трагедии, развернувшейся на Донбассе и в приграничных регионах. На этих кадрах лица, истерзанные войной, старики и дети, женщины и мужчины, жертвы ударов украинских неонацистов. Их глаза полны боли и отчаяния, а на фоне полуразрушенные здания больниц, детских садов и храмов, безмолвные свидетели преступлений. За каждой фотографией трагедия семьи, потерявшей родных и близких из-за обстрелов со стороны киевского режима. Мы эту выставку вместе с главой республики открыли 28 августа, когда здесь у нас был первый день открытия осенней сессии. Да, действительно, здесь мы видим на этой выставке, как издевались над людьми. Складывается такое впечатление, как будто киевский режим воюет с населением Донбасса. Выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима» открыта для всех желающих, от мала до велика. Организаторы планируют проводить специальные экскурсии для школьников, чтобы донести правду о происходящем в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в приграничных регионах. Сегодня это делается для того, чтобы люди знали правду, что там происходило, что там происходит. Поэтому те действия, которые наше руководство нашего государства принимали, чтобы спасти мирное население, оно оправдано. Мы сегодня видим, что да, действительно без этого, без проведения специальной военной операции невозможно было, чтобы на этой территории эти жители проживали. Подобные проекты Народное собрание Ингушетии планирует реализовывать и дальше. Цель экспозиции – показать реальные последствия конфликта, рассказать о человеческих трагедиях и не допустить забвения этих страшных событий. Рекомендуем к посещению. Ингушская региональная организация Всероссийского общества слепых представила новый социальный проект – студию росписи по керамике под названием «Графита». Презентация проекта прошла в городе Назрань. В мероприятии приняли участие представители парламента региона, общественной палаты, комитета по делам молодежи, руководители НКО, а также члены общества незрячих и слабовидящих людей. Программа презентации включала в себя мастер-класс по росписи керамики, выставку авторских изделий, обсуждение вопросов доступности культурной среды для людей с инвалидностью. Студия «Графита» – это пространство для творчества, где люди с ограниченными возможностями здоровья и все желающие могут осваивать художественные техники, раскрывать свой потенциал и находить новые возможности для самореализации. В рамках проекта команда прошла обучающий курс по современным методикам росписи, приобрела необходимое оборудование, планирует проводить инклюзивные мастер-классы, в том числе и выездные. Готовит выставку творческих работ. Инициатива реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлена на создание условий для самовыражения, социальной интеграции, профессионального роста участников. Напомним, студия открыта на базе инклюзивной гончарной мастерской «МАЛХ». Проект «Графита» – это еще один шаг к формированию по-настоящему доступной и открытой культурной среды в Ингушетии. 10 сентября текущего года стартует третий всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль «Водевиль талантов», приуроченный к празднованию Дня народного единства. К участию приглашаются все желающие, проживающие на территории России, а также стран ближнего зарубежья.
Также приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, получатели социальных услуг, творческие люди, проживающие на территории боевых действий, семьи участников СВО. Финансовые условия участия в конкурсе бесплатные. Конкурс предполагает формат, который не требует перемещения участников, дистанционный. Проводится при поддержке Российского союза авторов-исполнителей, Министерств культуры субъектов России, Министерств социальной защиты субъектов, Министерства образования и науки субъектов страны. Прием заявок пройдет с 10 сентября по 8 ноября включительно. Тематика конкурса свободная. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса «Водевиль талантов». Гала-концерт состоится 29 ноября текущего года в Волгограде. Верьте в себя и не бойтесь пробовать свои силы. Всем удачи! Хорошая новость для абитуриентов. Министерство культуры Республики Ингушетия информирует о том, что до конца сентября продолжается прием абитуриентов на новый учебный год в Государственный колледж искусств Республики Ингушетия по следующим специальностям: инструментальное исполнительство, актерское искусство, искусство танца, вокальное искусство. Зачисленным студентам выплачивается стипендия на основании действующего положения. Дополнительная информация на сайте колледжа www.gki06.ru. Сегодня мы услышим мелодию, сотканную из двух душ, двух культур и двух народов. Это песня «Нани», звучащая на ингушском и грузинском языках. Трогательный диалог двух сердец. Дуэт заслуженного деятеля культуры Ингушетии Розы Кажевой и легендарного грузинского исполнителя, композитора Дато Кинчиашвили. Звучит весьма оригинально. Сегодня у нас состоится премьера данной композиции, ну а сейчас мы представляем вашему вниманию уникальное видео «Бэкстейдж творческого процесса». მე მინდა დავიწყო იმ დიდი სიყვარულით, რაც ერთმანეთს აკავშირებს ინგუშების და ქართველების ურთიერთობა ძალიან ბევრი წელის განმავლობაში. ალბათ ყველამ ძალიან კარგად იცის ისტორიიდან ამხელა სიყვარული და პატივისცემა გვაქვს ერთმანეთის მიმართ, ჩვენს ხალხებს. ამიტომ ძალიან კარგი და საინტერესო რამ მოხდა ჩემი ხელოვნების ცხოვრებაში, ის რომ შესანიშნავი ნიჭიერი ბიჭი იბრაგიმ აუშევი, რომელიც ძალიან კარგ მუსიკას წერს და საინტერესო მუსიკას წერს, ჩვენ გადავწყვიტეთ ქართულ ინგუშური პროექტი გავაკეთოთ ულამაზეს, უმშვენიერეს როზასთან ერთად, მომღერალთან, რომელიც თავისი ხმით გამოირჩევა, თავისი ხმის სილამაზით გამოირჩევა და მოპყრობით ამ სიმღერისა და მუსიკის მიმართ. გამარჯობა. გამარჯობა. Маршал Дешок. Тахан гуржим якдет хо адяка. Вей команды цани Макс Бро. Сашибо таух. Ильяс Дядраз вейшин каман артистышт. Дато Кинчиашвили розайни икажнян. Асан кертер отя дирдер вейшин каман мот вейшин каман культур. مقمش خذ مقمش تعدوزيت سون خيت يلي شوان خذ خيت دوش سنية ديك خيت دوش سنية داو اعتو باقل بي ديكش حمنته وي قم تعدوزيت وي موت تعبوزيت وي نيقي مسخان برت خبولش وي نيقي مسخان ديك خذ ديك در ما خذ دواسش اعتو خبولش Dikkat Oceaniakan Ibrahim Sunir İliyaz'da. Ok İliz tıkıdahok bezimber. Mil duk bestun galgayı gurji şikam. Больше вывести вперед на последний момент.
გასულა ჩემთვის, ეს ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთ დიდ წვლილს შევიტან ჩემი ქვეყნის სახელით და რა თქმა უნდა ჩემი სახელით ინგუშებისა და ქართველების უფრო გაერთიანებაში, უფრო დაახლოვებაში და უფრო მეტის გაგებაში, იმიტომ რომ ინგუშებს და ქართველებს თუ გადავხედავთ ისტორიას, არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა ნეგატივის ჩვენ შორის და პირიქით ყოველთვის ერთმანეთს გვერდში ვედეგით, ყოველთვის ერთმანეთს გამოვხატავდით პატივისცემას, სიყვარულს, დახმარებას, რაც ყველაზე მთავარია და ჩვენ, მეც და იბრაგიმიც და რა თქმა უნდა როზაც უდიდეს წვლილს შევიტანთ აი ამ მეგობრობის, სიყვარულის და ერთი დიდი ხიდის აშენებაში, იმიტომ რომ ჩემი აზრით უკვე დროა ამ ხიდის აშენება და დროა კიდევ მეტად დავაკავშიროთ ჩვენი ხალხები ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი და ყოველთვის ვფიქრობთ, რომ ერთმანეთს არასოდეს არ უნდა დავცილდეთ. ერთი მიზეზის გამო ჩვენ შორის არის, ჩვენ ქვეყნებს შორის არის უდიდესი სიყვარული, ჩვენ ხალხებს შორის და ეს ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია. Мы пригласили к нам в студию заслуженного деятеля культуры Ингушетии Розу Икажеву, чтобы она поделилась с нами своими впечатлениями от творческого процесса. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте. Роз, ну пока все свежо, расскажите, поделитесь впечатлениями о сотрудничестве с Макс Бро и сотрудничестве с легендарным Дато Кинчашвили. Ну, с Макс Бро мы сотрудничаем уже довольно продолжительное время. Вот, мы в хороших отношениях с Ибрагимом Аушевым. Ну и, наверное, вот за то время, что мы знакомы, он уже приблизительно знает мой характер. Вот, и поэтому иногда песни, которые он сочиняет, пишет, он уже видит, кто будет автором-исполнителем. А если говорить о Дато, то тут было все очень неожиданно. Я, честно говоря, когда мне предложили и сказали, Ибрагим сказал о такой идее, я не сразу поверила, что это вообще возможно. Ну, такая легенда, такой мастер. Вот. И безумно счастлива. До сих пор еще эмоции у меня не улеглись. Нахожусь в таком состоянии, наверное, неверия еще до сих пор. А на ваш взгляд, почему выбор пал именно на Дато Кинчашвили? Ну, тут, наверное, несколько факторов. Во-первых, это дружба ингушского и грузинского народа, наши взаимоотношения, наша Испокон веков, братская любовь. Да, вот. И, конечно же, мне кажется, что и у каждого представителя грузинской нации, и у представителей ингушской нации есть желание как-то все-таки периодически скреплять эту дружбу, да, и создавать что-то общее. Это была тоже одна из причин. Вторая из причин — это, в принципе, Дато является сам лично другом Ингушетии. Он приезжает к нам на концерты, вот, познакомились с ним лично. Ну вот как-то, наверное, карты так легли. Вот Ибрагим захотел, чтобы дуэт был написан с Дато Кинчашвили. О чем сама композиция? Называется она «Нани», но то, что я слышала, непосредственно там идет как бы и зов, да, к бабушке, и какие-то философские мысли, какие-то советы, какой-то посыл, который она давала своим внукам, да, получается. Насколько я вот правильно поняла композицию? Это получается лирическая композиция, композиция о любви. Вот. Здесь даже я хочу уточнить, изначально это получалась несчастная любовь, такая классическая история, где молодая девушка полюбила молодого человека, а он, получается, не ответил ей взаимностью. И вот она страдает, она обращается к своей маме, наверное, и за помощью какой-то. И Нани здесь имеется в виду мама? Да. Мне почему-то казалось, что бабушка. Нет, значит, все-таки ошиблась. Мама, да. Вот. И
Она говорит о том, что она несчастна, что ей больно, о том, что я была не права, ты предупреждала, я тебя не послушала. И Ну да, вот то, о чем я говорила, Да. мамины советы, как всегда, оказались пророческими. И такой интересный момент, мы приезжаем в Грузию на запись, и грузины, они удивительные люди, все-таки они отличаются от ингушей своей вот этой позитивностью, верой в хорошее, радостью, легким отношением к жизни. И там еще Майя присутствовала, это продюсер Дато, и вот она спрашивает: Розочка, а о чем песня? Мы и начинаем объяснять, она: что такое несчастная любовь? Зачем несчастная любовь? Нам не нужна несчастная любовь. Любовь — И это вы переиграли, счастье. да, всё? И Дато, что он делает? Он в самом-самом конце песни, уже когда вот у меня идут слова «Мапейда Бац», то есть я как бы разочарована, я разбита, а он говорит: Это я не по-грузински. люблю тебя, я иду к тебе, на грузинском он говорит. И тогда уже получается концепция песни меняется. Наверное, это все-таки, да, это, наверное, все-таки больше не недопонимание. Я очень безумно рада тому, что вот поменялась в светлую сторону эта история. И неожиданно, мне кажется, получится Очень для зрителя, неожиданно. потому что изначально, если идет лирика, если идет такой, как бы, даже клич, я бы сказала, боль, крик души, и здесь резко такой вот грузинский позитив появился, очень здорово, очень оригинально. Но не будем все фишки, все секреты раскрывать, у нас сегодня премьера состоится. Мне особенно, мне одно из первых удалось увидеть, посчастливилось увидеть данное видео, услышать данную композицию. Мне особенно импонировал тот момент, что вы обменялись, что Дато там кусочек на ингушском озвучивает, а вы на грузинском. Насколько сложно было выучить грузинский и о чем твоя речь? Несложно, кстати, потому что языки похожи. Но мне кажется, грузинский сложнее, там очень много таких вот звуков, Скорее сочетаний. всего, да. Ну, я вот выучила, я пришла на студию, меня похвалили и Дато, и Майя, и сказали, что это замечательно. Но я подозреваю, конечно, что они немножко слукавили, потому что, не могла я безупречно, без акцента сказать эту фразу. Но, тем не менее, они похвалили меня за то, что получилось хорошо. Сама оценить не могу, потому что я не владею грузинским языком. Но выучивала, в принципе, легко, очень легко. Вот. Даже Как стих, да? задумалась, может быть, начать изучать, учить прям грузинский язык, он же красивый. И, возможно, прям целую композицию, да, исполнить? Да, мне уже вот вчера моя подруга с Нальчика просто присылает видео грузинской песни, причем там довольно сложная песня, бывает песни распевные, когда там 2-3 слова, и они тянутся, а тут вот оно больше спич, то есть речитатив там, и очень много слов, и сложно, и она такая: учи эту песню. Ты сможешь, да? Ты сможешь. Я говорю: Милана, подожди. Я говорю, это сложно. Ну, в общем, она мне уже дала задание, чтобы я выучила эту песню и спела ее на грузинском языке. Так что, не знаю, может быть, даже в дальнейшем что-то исполню на грузинском. Возможно, это знак, да. Возможно, у нас еще премьера будет подобная. Роз, а о чем твои слова? Это известная грузинская классика о любви. Там вот дословно очень сложно перевести, но получается, что в принципе без любви ничего не существует. Но эта история стара как мир, да, что на всех языках. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имеет, а имеет звенящий или кимвал звучащий. Вот что-то из этой серии. А с какими сложностями вы столкнулись во время съемочного процесса непосредственно? Съемки проходили в Тбилиси? Нет, абсолютно никаких сложностей не было. Мы гуляли по Тбилиси, вот, совмещали приятное с полезным. С нами ходил просто оператор, который записывал некоторые моменты, как мы куда-то там ходим, что-то смотрим, общаемся. Вот, очень легкий процесс, очень приятный процесс был. Ну, съемки клипа, наверное, впереди. Есть в планах очень, потому что песня получилась все-таки достаточно эпичная и монументальная. И мне, на мой взгляд, нужна картинка. Все-таки будете дорабатывать, да? Мне хочется, да, у меня есть такое желание. А когда обычно мне чего-то хочется, обычно это случается. Но это здорово, когда человек ставит цель, непременно ее реализует. А какие-либо казусные ситуации, какие-то интересные истории, связанные с записью, с самими съемками, были? Ну, то есть самым удивительным моментом было, это когда вот мы как бы записали, встречаемся на следующий день,
и он нам сообщает, он прям даже уже показывает, то есть он напел сам вот на ту строчку, что у меня есть, где я последние мои слова «Мапэдэ-бац», вот эти грузинская фраза «Я иду к тебе, я люблю тебя». Это было очень неожиданно и очень, наверное, знаменательно. Поворот к хэппи-энду, да? Да, да. То есть нам есть чему поучиться, в принципе, да, во всем, и всегда необходимо находить позитив. Рос, спасибо вам большое за интересную беседу. Мы желаем вам творческих успехов. И я думаю, не стоит томить наших зрителей. Вы можете презентовать свое видео и обратиться к ним. Я очень полюбила эту песню. Очень благодарна Ибрагиму Аушеву за то, что он написал эту песню для меня, что получился такой замечательный дуэт. И я, правда, очень надеюсь на ваш теплый отклик. Сатя, Уацач, Ирас, Тац. Тешам, Уацач, Безам, Бац. Усикварулат, Арарсе Бобс, Арц, Силамазе. Арц Укудавеба, Арарсе Бобс, Усикварулат. Всех дагахи, фор дагахи, да. 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 На мой взгляд, это очень оригинальная работа. Композиция и видеоряд действительно впечатляют своей аутентичностью и красотой. Роза, Дато и продюсерский центр Макс Про действительно вложили в проект частичку своей души и ждут обратной связи от вас в социальных сетях. На этом наш выпуск завершен. Мы желаем всем удачи. До новых встреч!